нас был первый в мире запуск ракет с водной поверхности. Вот как раз это и есть платформа на водной поверхности. А вот сижу я, пришвартовываю наш Ял. Илья Наумов и сейчас под впечатлением от той поездки. Воспитанник Сыктывкарского детского дома, один из немногих в стране, побывал во Всероссийском детском центре «Океан». Это один из лучших центров, расположен на берегу Японского моря в 30 километрах от Владивостока. Исполнить мечту помог глава Коми. Ну и личные достижения оказались на пользу. Нужно было отправлять много грамот, дипломов. Ну, в общем, все портфолио, писать много заявок. И я без каких-либо льгот проходил. Я в будущем хочу свою профессию связать как раз с небом и, возможно, инженерией даже. И это уже некий опыт, который поможет мне в будущем. На новогодние каникулы к Илье приехал старший брат Максим, тоже воспитанник детского дома. Сейчас он первокурсник Питерской академии Следственного комитета. Как выяснилось, он и сам немного волшебник, ведь это он отправил мечту на елочку желаний. Так получилось, что вот мне как раз в январе исполнилось 18 лет, и плюс на это время у меня выпали вступительные экзамены. Вот. И я решил подарить путевку брату. Он тоже мечтал об этом долго. Настоящее волшебство случилось в Печоре. Маленькому Марку накануне 2019-го Дед Мороз подарил, ни за что не догадаетесь, полет на вертолете, как в любимом мультике про Чебурашку. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Тот день, как говорит мама, Марк с трепетом вспоминает и сегодня, и готов полететь снова хоть сейчас. В следующем году у него важное событие, он пойдет в школу. Но новогодняя сказка и вера в чудеса уже навсегда останутся с мальчиком. Марк, привет. Я знаю, что ты мечтал полетать на вертолете. Да, тетя. Ты сегодня полетал на вертолете? У тебя все получилось? Мечта твоя реализовалась? Да. Я очень рад этому. Впечатления как у тебя? Спасибо. Замечательные? Да, пожалуйста. Самое главное – здоровье. Самое главное, чтобы ты все, что задумал, все было реализовано. А вот Марина Лобанова из Карткироса, как признается сегодня мама, тогда удивилась. Мечты действительно могут сбываться. В свои 10 лет Марине пришлось пережить немало, но, как и хотела, побывала на кремлевской елке. Вместе с мамой и младшей сестрой в Москве их встретили у трапа самолета, разместили в гостинице, а на утро при участии волонтеров доставили на главный новогодний утренник страны. С Новым годом вас! Ребят, давайте все вместе. 3, 4. С Новым годом! Ну, рассказывайте. Как дела? Хорошо. Ну, съездили? Да. Как, понравилось? Да. Так, ну и что самое главное понравилось? Елка. Елка? Она красивая была? Да. Большая? Да. Светилась? Желание четвертого участника проекта «Мечтай со мной» новая коляска тоже исполнилось. Кирилл долгожданный и любимый ребенок, но с первых минут жизни за здоровье приходится бороться. Мальчик не ходит, и коляска – его единственная возможность бывать на улице, мероприятиях, общаться и дружить. Помогают Кириллу и волонтеры Сосногорска. В этом году на 11-летие мальчика устроили настоящий праздник. Когда вот в душе праздник, то это придает силы, придает оптимизм и надежду на будущее. Юный житель Сосногорска 3 года обучается дома по индивидуальной программе с помощью компьютера. Но домашняя техника устарела и дышит на ладан. Кирилл мечтает о ноутбуке. Его открытка с желанием попала на кремлевскую елку и в этом году вместе с другими детскими мечтами, которые обязательно сбудутся. Ольга Коняева, Павел Люлянин, телеканал Юрган.